Салам Туркменистанда! Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хорматлы ватандашлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Алмурат, вот сейчас вот эта вот радиостанция Озоди, вот эта вот таджикская, там проверяли, и именно в числе основных, значит, тем, которые касаются работы этой радиостанции, значит, они смотрели анализ журналистской деятельности на предмет представления объективных сведений о президенте и о его семье. Так? Или там хвалебные статьи, имеющие низкое новостное качество. Так? Ну и игнорирование, значит, международных правозащитных организаций, вот там, что там говорит. В принципе, мы сказали, что сейчас совершенно другая служба, совершенно другой стиль работы. На мой личный взгляд, вот мы с 2015 года мы вышли из Туркменистана, вот это вот есть какой-то, ну, скажем, я как будто бы попал, понимаешь, в окружение какой-то пятой колонны. Но вот это вот правозащитное движение, на которое я очень рассчитывал, когда я был в Туркменистане, и когда я сюда пришел, я был несколько удивлен, мягко говоря. Так? Вот, например, мы говорим про радиостанцию «Азатлык» у нас. Я честно скажу и откровенно, я был очень недоволен качеством работы, потому что говорили они не про Туркменистан. Потому что я только из Туркменистана, и в Туркменистане в последнее время эту радиостанцию стали называть печатный и, значит, радиоорган Министерства коммунального хозяйства. Что они занимаются, чем? Они занимаются арыками, они там, значит, где-то сигареты там и так далее. Но о президентской семье, да, о том, что, значит, он себе позволяет, что он уже фактически превратил Туркменистан в рабовладельческое государство, ни слова не сказано. Мало того, на этой, значит, радиостанции есть официальная рубрика «Дорогой Аркадак». Вот у меня к тебе вопрос. Дорогой Аркадак, или там Хорматлы Аркадак, по-туркменски, как может, вот я вот туркмен, ты туркмен, так, или туркменистанцы любые, которые знают этот язык, как они воспримут это? Что это означает в сознании? Что это что, заигрывание, или это какая-то политическая толерантность? Что они хотят сказать? Что по себе это представляет? Герды, вот чтобы понять сегодняшний день, давайте обратимся опять-таки к истории вчерашнего. Пока Харамбаши Нияза был у власти, его власть, и он сам, его правительство, его парламент под огнем критики были, в том числе на Ради Свободы. Там был у них передача «Круглый стол» оппозиции. Туда приглашают все люди оппозиционного взгляда по отношению к властям Туркменистана. Там были и правозащитники, там были люди разных взглядов, разные мнения. И это все передавалось в Туркменистан и слышалось или слушалось народу. Потому что по сей день единственным главным источником информации являлся Азатлык, потому что власти не имели возможности глушить передачи Азатлыка. Как там народ воспринимал вчера и сегодня, это две большие разницы. При Ниязу, как я заметил, критиковалось все, в том числе он сам. Как пришел к власти Бердымухамедов, критика власти стала невозможной. Потихонечку это все спустили на тормоза. Начали с того, что да, вот он новый президент, ему надо дать время, вот он реформатор, вот он это так и сделал, там пенсии назначил, переназначил. Года 3 мурыжили вот так народ. А народ не мог понять, кто он такой. Вот сегодня, когда мы всем обществом находимся у разбитого корыта, и весь мир смеется над нами, туркменами, смотря, какой человек управляет страной, он вообще неадекватный, но его никто не критикует. Нету тех передач острых, что было раньше, нету тех экспертных мнений. Почему это все обходится стороной? Вот это непонятно. Я хочу добавить, тут вот по таджикской службе было упомянуто имя некого там... руководитель Центральноазиатских служб Джавади. Джавади, вот я про Джавади хочу сказать. С появлением этого человека не только таджикской службы, и в других центральноазиатских службах
критика в отношении власти резко изменилась или сократилась. Я сужу по себе, по туркменской службе. Потому что я же почти 30 лет сотрудничаю. Качество передач в том направлении, что власть должна быть критикуема справедливо, то есть и со стороны оппозиции, и со стороны правозащитников, должно быть разнообразие передач, а не то, что вы сказали, что касается коммунального хозяйства. Вот эти передачи исчезли. Были великолепные передачи, я то, что сказал. Вот круглый стол оппозиции был, потом один туркмен, одна судьба, которую вел ныне покойный, уважаемый мной Назар Худайберди. И людей выжили с радио, вот под руководством этого Джавади. Там реформу за реформой сделали, в итоге осталось только голое то, что вот, власти не критикуют. И вот последний, поэтому, вот видя протесты последние 2 года, я вообще не открываю это ради свободы. Знаете почему? Потому что люди звонят мне с Туркменистана: Хаммурат, ты что пропал? Заболел или что? Почему не выступаешь на радио? А где выступать, если не приглашают, если не говорят? Вот вы здесь уже 3-й год. Вы сидите в Праге, кто вас пригласил, Гельды? А есть еще другой какой сиделец, который прошел от этого ОДП. Почему? Раньше при Ниязове в любом заседании оппозиции, правозащитников, в Праге ли, в Вене ли, в Швейцарии ли, где в Москве ли, всегда там присутствует на этих заседаниях представитель от Радио Свобода туркменской службы. Почему раньше находили для этого время, деньги и корреспонденты, и это широко освещалось для нашего населения и народа, что тут происходит? И вдруг это все после избрания Берду Мухаммеду кануло летом. Нету. Вот сколько вы ездили, кто-нибудь освещал напрямую? У вас интервью брали, как прошло заседание, что, о чем говорили, как это? Имеешь в виду в ОБСЕ? Где вы были в ОБСЕ? Нет, я имею в виду со стороны Азатлыка. Это не было же. А у меня, когда я ездил в те годы, вот я же тоже один из соавторов московского механизма, везде, и он везде выступал. Сутками брали интервью с Азатлыка. Днями, неделями разговаривали на эту тему. Почему тогда это было возможно, а сегодня нельзя? Даже дело не в деньгах. Когда меня объявили в 2004 году, или я по правилам Азатлыка не, значит, критикую власти, тогда я буду получать это типа того гонорар, как нештатного корреспондента, буду продолжать получать. Или же я буду критиковать власти так, как я хочу, тогда я не буду иметь ни одной копейки гонорара. Я сказал, это даже не обсуждается, не нужен мне ваш никакой гонорар. И вот в течение 13 лет, с 4 года по 17, тысячи моих выступлений вообще не было оплачено ни одной копейки или ни одной доллара. Мне это не нужно было. Это я сделал ради нашего народа, ради демократии. И ради уважения той же службы Азатлыка. Я туда тоже свою жизнь и лепту вложил. И мне очень обидно, когда сегодня вижу все эти люди. Ладно, я живу в Швеции далеко. Вы-то живете в Праге, почему с вас не берут по каждому поводу? Тем более тут организация правозащитная. Почему? Это что за амбиции? Я понять не могу. Я правда не знаю, кто это такой новый начальник. Юсуфи, это Фарух Юсуфи. Фарух Юсуфи, я вот как раз хочу сейчас напомнить, во-первых, что где-то около года назад, значит, с казахстанской службы была уволена одна сотрудница, и она тоже назвала того же самого Джавади. Так? И мы, честно скажу, я не буду скрывать, мы были рады, что сменилось руководство в туркменской службе, потому что, да, Мухаммед был неплохой парень, он такой тихий, спокойный, все, вот, но работы не было. И мы об этом не молчали, мы говорили, потому что это главный инструмент доведения информации, свободной информации о происходящем в мире, во всяком случае, и о политике, и о экономике страны, значит, посредством радиостанции «Свобода». Это единственный был инструмент. Вы говорите о нас. Ладно, мы здесь 3 года, мы ни разу не были там на этой службе. Нас не удосужились даже пригласить. Дело не в этом. Вот недавно, значит, Казигуль Реджепова, года не прошло. Вы думаете, они взяли у нее интервью?
Все, что связано с нами, мы для них уже персоны нон-грата. Они нас просто игнорируют. Особенно с появлением вот этого нового руководителя, Фарук Юсуфи. То есть я знаю всех работников. Теперь те люди, которые раньше с нами, вот так вот в лицо встречаю, они бегут от нас. На каком основании? А что такое? Я не ругался, ничего, мы не деремся. В чем дело? Почему эти люди теперь боятся с нами говорить, если это не установка сверху? Каким образом такое происходит? И что это за отношения? Это что? Это свобода? Так это самый настоящий тоталитарный режим у них самих в этой службе. Он сам диктатор, если он с появлением этого Фарука Юсуфи, да, под руководством того же самого Джабади, со мной перестали, они боятся с нами разговаривать. Мы встретились вот так вот лицо в лицо, магазин, отвернулся, человек ушел. Я не хочу называть имени. Но этот человек знает, о ком мы говорим. Потом вот эти вот фейковые новости, это что это такое? Вот я хочу продолжить эту тему, потому что дорогой Аркада у туркмен, он слышит, говорит, ай, удурам, шодом Аркад, тут я, значит, они их тоже, ты видел уже все, радиостанция «Свобода» тоже за него. Фактически на территории Европы, в центре демократии, это уже, сколько это же еще до развала Советского Союза была создана радиостанция «Свобода». Это еще какие годы? Здесь создана фактически пятая колонна диктатуры центральноазиатской. Что это за работники? Они сейчас говорят про Азади. Я уверен, копни любую центральноазиатскую службу, любую, и там вылезет то же самое. И вот сейчас вот мы говорим об этом. Вот буквально, может быть, полгода или год назад разговаривали о пропавших. Мы говорим, то есть я, будучи там, я имею сведения, я говорю о том, что там не кормили, там был голод. Говорят, это руководитель Юсуфи. Он говорит, кто говорит? Он говорит, ну как кто? Гильдий Киарисов, он же там был. Он говорит, нет, он не свидетель. Я не свидетель. Он что, мое фото не видел? Это человек, который в жизни не был в Туркменистане, не знает ни туркменской ментальности. Удивительно еще другое. Пусть будет любой руководитель, любой нации, я не против. Но вы меня извините, почему это не туркменистанец? Это раз. Теперь вопрос там стал насчет Константина Шихмурадова. Мы говорим, что его нет. У нас есть свидетели. Запускается фейковая новость о том, что где-то в Бекдаше, оказывается, там на свадьбах ходит, гуляет, чуть ли не пьянствует Константин Шихмурадов. Боже мой. Тут же подключилась семья, говорит, нет, это неправда. Но, несмотря на то, что они так сказали, они пишут, да, вот семья говорит так-то, так-то. И опять продолжает. 2 недели мы подключили правозащитников, мы сообщили всем правозащитникам, что Азатлык сообщает фейковые новости, что он распространяет информацию, которая нужна диктатуре. Ведь вопрос о том, покажите их живыми. Есть программа «Покажите их живыми». Есть московский механизм. И при этом, при всем, когда требуют показать их живыми, они говорят, нет, он живой. Они повторяют. Мало того, они делегируют. Они, собственно говоря, показывают всему миру, что это не совсем правда, что они пропали. Вот если еще там есть, я прекрасно помню, о чем был разговор, но если Константин Шихмурадов там мог быть, то и другие, возможно, точно так же. Это для кого? Я-то никогда в жизни не поверю, потому что я знаю точно, у меня есть абсолютно точные сведения. Причем не только через тех, кто там был. Тюрьма же ведь это зона, где собирается весь криминалитет. А у них своя почта. Я прекрасно знаю, что случилось. И когда это случилось. И несмотря на это ко мне никто не хочет обращаться. Со мной не хотят. Мало ко со мной. Мы же бываем на ОБСЕ. Но есть наши выступления. Много интересует их? Нет. Мы даем сведения о том, кстати, это от тебя поступила информация,
что в Балкане было вот наводнение, да, было и в Кизларвате, было и в Казанжике. Пушка была. Да, ну понятно, но мы сказали, через неделю, оказывается, другой какой-то у них есть свой информатор, они ссылаются на него и говорят, что произошло такое событие. Ради бога, ребята, не ссылаться, потому что когда мы сказали, а что вы не хотите ссылаться, ведь это мы даем эту информацию, они нам заявляют, это сказал лично Юсуфи, а вы хотите, чтобы мы вас рекламировали? Ну зачем нам нужна реклама, дорогие мои? Если наши ролики по количеству просмотров в 22 раза превышают просмотры ваших. В 22 раза. Это на госбюджете Америки сидит организация. У них штат. У них все есть. А мы сидим и вот так вот на вот эти вот видосы вот снимаем на этот телефон. Но мы намного интереснее для своего народа. Мы говорим как раз о том, что болит у народа. А они говорят, дорогой Аркадак. Тут, конечно, Гендель, очень правдиво вы это изложили, ситуацию, потому что народ хочет услышать именно правду. Они там и так под тиранией годами, десятилетиями живут. Если еще мы из свободной страны или из Европы будем вещать и закрывать глаза на происходящее там, тогда нам всем грош цена. Я вот очень надеюсь, я вот свое выступление хочу закончить тем, я очень надеюсь на госпожу президента, которая исполняет обязанности президента Ради Свободы. Вот раз она начала чистку, образно говоря, своих авгиевых конюшен, я думаю, черед дойдет и до всех центральноазиатских служб, которых контролировал и управлял этот Джавади. В туркменской службе не все там благополучно. Там надо посмотреть. Вот то, что вот мы сейчас сказали, это имеет место быть, потому что это есть. Почему мы должны выходить, стучаться к ним в дверь? Это же они журналисты. Они должны выходить на нас, узнавать ту или иную точку зрения, отличающуюся от официальной государственной политики. Нет, это табу. Нельзя критиковать напрямую, оказывается, этого Берга Мухаммедова, когда весь мир смеется над нашим народом за его поведение. Если мы не будем говорить об этих вещах, то кто должен это сказать? Я очень прошу вот через вот это выступление, чтобы госпожа президент обратила нашей службы тоже внимание вот, и приняла к сведению, что есть отличающаяся от их там, редакционной политики другое отличное мнение. То есть и правозащитники, и оппозиция, и политики. Тут хватает в Европе людей, которые покинули по той или иной причине свою родину. Я бы очень хотел вот на это обращалось внимание. Мы готовы всегда сотрудничать, мы не отказываемся. Мы не просим для себя особых полномочий или каких-то гонораров отдельно. Нам нужно довести ту истину, которую мы видим, или свой взгляд довести до нашего народа. И это важно. Как можно 30 лет я обещал, а потом раз резко перестал. За чего? Что, я требовал чего-то? Нет. Или кто-то из моих товарищей требовал? Нет. Этот Джавади распотрошил эту туркменскую службу, раскидал, разогнал весь коллектив. И ему все с рук сошло. Ну, дай Бог, чтобы теперь дальше это все было справедливость восстановлена. Я только за это. Спасибо за внимание. Я как раз вот уже тоже завершая вот эту передачу, да, она действительно эмоциональная, потому что я, когда ехал из Туркменистана, вырвался, собственно говоря, я не ожидал, что придется работать на два фронта. Я думал, что только диктатура. А тут, оказывается, нужно с правозащитным, значит, окружением разбираться. Тут какая-то пятая колонна сидит, тут прямо симбиоз какой-то. Тут они знают, что говорить правильно, мягко. И у нас есть очень много людей, которые остались в Туркменистане. Хотят этого власти Туркменистана, не хотят. Я все-таки бывший руководитель. На любом уровне у нас есть люди. И есть люди, которые не будут молчать.
И есть люди, которые нам доставляют информацию. И они очень недовольны. Они все возмущены. Это единственный способ донесения информации до Туркменистана, минуя, так сказать, спецслужбы и так далее. То есть Азатлык может даже Чабан где-нибудь в пустыне слушать. И он фактически, он уже все, он доведен до состояния, так сказать, это уже не та служба. А откуда, вы меня просите, откуда такой ренессанс диктатуры? Один умер диктатор, второй появился. Мало того, что он появился, он готовит своего сына. Это что, никто не видит? Никто не видит, как все эти центральноазиатские деспотии вместо себя ставят своих детей? Они боролись за то, чтобы была демократия. Вы меня простите, но вы так работали, что уже это, значит, постсоветская номенклатура, да, этот тоталитарный режим перешел в атаку. Он не защищается, он уже готовит не просто диктатуру. Мы уже видим, уже налицо факты создания неких центральноазиатских рабовладельческих форм, значит, государственности. Наследственная передача. Посмотрите, то, что произошло в Казахстане, то, что есть в Таджикистане, в Туркменистане. Поэтому я тоже, конечно, очень надеюсь, что это расследование не закончится только таджикской службой. Надо понимать, что и таджикская, и казахстанская служба, о которой выступала журналистка, я сейчас не помню имя, и туркменская служба, они все находились под контролем, под непосредственным, неусыпным контролем Джавади. Да. И об этом говорили они сами. Они шептали нам, говорили, но они говорили. Поэтому радиостанция «Свобода» было, есть и должно остаться главным рупором демократии, свободы слова. Мы очень рассчитываем на это, потому что более действенного помощника правозащитникам и оппозиционерам нет на сегодняшний день нигде. И вчера также. И вчера также было. Поэтому мы хотим завершить наше выступление словами «Халкан хаква». Народ имеет право. Это точно. Да. Adam yolu adat yolu atlanalım.